Ребята, всем привет! Сегодня я еду в город Якутск от своей деревни, село Кутана. 9 часов утра, дорога почти 900 километров. Поедем на Патрике и посчитаем, сколько мы потратим на бензин. Так, карту поставил. Кстати, у нас сегодня будет юбилей. Через 400 километров у нас будет ровно 100 тысяч километров Патрику. Погода сегодня теплая, где-то 27-28, может даже и 30. Это для нас тепло. Еду в город Якутск на установку ГБО. Посоветуйте, пожалуйста, где лучше установить. Потому что я сделал для себя выводы. Короче, я раньше думал, что если установить газ, то пока экономия на бензин потратит расход на газ, установку ГБО, пройдет много-много времени. А сейчас у нас бензин стоит очень дорого, 75 рублей за 92 с лишним. И сейчас уже разумно ставить ГБО. Потому что я посчитал у себя в отчетах Сберкарт. В прошлом году, в 2024 году, я чисто на бензин для своего Патрика потратил 115 тысяч. В прошлом году еще больше, где-то 150-170 тысяч. Поэтому я решил поставить ГБО. И, кстати, в нашем райцентре в прошлом году открылась заправка газа. Конечно, стоит он не так, как во всех регионах у нас стоит 38, а в других вроде 28. И сегодня мы посмотрим, сколько за 900 километров я доеду до города Якутска. Потом установим ГБО и на обратном пути посчитаем экономию. В Нюрбе у нас открылся светофор. Короче, купил хлопушки. Скоро у нас будет юбилей, где-то через 300-250 километров. Едем дальше. Заправка 92-й 75-50. Сейчас я заправлю 30 литров. Изначально, когда я выходил, у меня было в баке 30 литров. Приехали в Нюрбу. Это у нас 90 километров вроде. И потом еще сегодня залил 30 литров, потратили 2260. Получается, позавчера я дома еще заливался. Ну и еще у нас осталось 780 километров до города. Верхневилюйск. Как видите, вот тут тоже есть заправка газа. Там на выходе тоже есть. Вроде в Нюрбе тоже несколько заправок, в Вилюе, в Пятигостях и во всех улусах уже появляются газовые заправки. Приехали в город Вилюйск. Заедем к Валере, экипаж Бродяга. Республиканский чемпионат Хараян. Гонки, снежные гонки пройдут в этом году в городе Вилюйске. Как видите, снега тут предостаточно. Это, кажется, спортивный УАЗ так дымит. Здорово, Валер. Здорово. А? Чё, куда?
в города, в командировку. Ты готов, да, гонка? Да, потихоньку. Ремонт идет. Экипаж Бродяга, город Вилюйск, покажет огонь в гонках. Заправка в городе Вилюйске, полный бак, 60 литров, 4272 рубля потратили. Ну, я думаю, 60 литров все войдет. Если маленько не войдет, то возвратится на карту. А так должно, потому что у меня свет уже горит, лампочка. Здравствуйте, Северный Квадрик, инспектор ДПС Николаев. Вон он. Городка командировка олар күрәхтәргә Время 16:40. Солнце скоро сядет. Тем временем у нас скоро юбилей. 98. Через 1,5 километра. Стукнет ровно 100. 999. Порядок. 100 тысяч. 100 тысяч километров. Юбилей. Патрику исполнилось 100 тысяч километров. Ура! Заправка в селе Бедигостях. На последних литрах доехал до Бедигостяха. Помните, в Вилюйске мы залили полный бак, а теперь его нету. Аппетит возрос у Патрика. Купил 60 литров, 4488. Но это другая заправка, тут цены другие немножко. И у нас осталось 186 километров до города Якутска. Так, вошло все 60 литров. У нас бак на 72, даже не булькнуло. Значит, на последних литрах доехал все-таки. Приехали в город Якутск. В городе Якутске туман. Температура где-то 35, наверное. Сразу почувствовал холод, когда в горном Улусе тоже было ниже 30. Тормоза задубели, ходовка сразу стала чувствоваться. Ну, вот такая зима. У нас получается 25, а в городе Якутске 35. Время 11:30 ночи. На дорогу потратили 14 часов. Бензин в баке столько же, сколько и было при начале движения дома, то есть утром. И получается мы потратили, еще хорошо не посчитал, 150 литров на 900 километров. Это что-то много. Кажется, это из-за прошивки, что ли, я так думаю. Потому что, если вы помните, осенью у меня сгорела ЕБУ. И я прошил на Евро-2. Нашел новую ЕБУ. Может, дело в этом, или дело в машине, может, дело в холоде. Но так-то я ездил. И обычно я в среднем тратил сколько? 120-125 литров на 900 километров.
городе Якутске я нашел цех «Автогаз-сервис». И вот здесь я хочу установить оборудование ГБО на Патрик. И давайте пойдем узнаем, что почем. Проверено туага, блин, что им чаровано, что молана, когда где надо. Вон это 1 километр было туага. На оборудование и гарантия, на установку биржу, а там установка ламу, там биржу головы на установку ему. Паспорт баллон нормально сделано, и когда был баллон, где пришел к автору, вот это ребята, когда баллон, где надо. Вот мы в установочном сервере «Автогаз-сервис», город Якутск. Мастер Николай сейчас нам расскажет и покажет, что же у нас установлено. Так, установили газовое оборудование фирмы МВЛ, производство Италия, с редуктором CPR-HP на 170 киловатт. Форсунки скоростные, тоже МВЛовские, Gemini. Вот стоят у нас форсунки. А это что вот серые? Это мап-датчик нового образца ST6+. Еще установлено вот там что-то. Редуктор CPR-HP на 170 киловатт. Получается магистраль на 8. Раньше были 6, сейчас уже этот диаметр побольше стало. Из-за этого, ну, не должно терять мощность. Еще вот тут что-то есть. Это клапан, электромагнитный клапан. Там есть фильтр тонкой очистки, получается. В общем, 2 фильтра имеется на ГБО. Жесткой очистки и тонкой очистки. И эти фильтра со временем надо обслуживать, да? Каждые 10 тысяч километров надо менять, потому что у нас баллоны все равно грязные. Из-за этого тоже менять надо будет, чтобы оборудование долго эксплуатировалось. И еще вот тут на подкапотном пространстве у нас установлен Мозг. блок управления. У нас установлены 2 бака по 35. Общим объемом 70 литров получается. Нет, тут у Патриотов есть ниша, свободное место между рамой и кузовом, вот порогами. Вот один вот тут стоит и другой с другой стороны. Ни на что не мешает. Штатным топливному баку не мешает. Сильно вниз не торчит вообще. Будем ездить по снегу, по грязи. А расскажи, Николай, еще про безопасность. Насколько безопасно? Потому что я никогда не сталкивался с газовым оборудованием. Впервые в жизни ставлю себе. Ранее тоже боялся от газа. Но по безопасности лучше будет, чем метан. Пропан, потому что атмосфера у него 3,5 получается, а у метана около 200. И с заправками у нас с пропанами проблем нету. Да, в прошлом году в нашем улусе в Сунтарском тоже появилась заправка. И во всех вилюйских улусах тоже много заправок ГБО, газа, пропана. И я поэтому решил в этом году поставить себе, установить газобаллонное оборудование, чтобы сэкономить, так сказать. ГБО пропан — это большая экономия для машин. А Патрик у меня хороший аппетит имеет. И каждым годом наш бензин все дороже становится. Поэтому я вот решил поставить ГБО и выбрал сервис «Автогаз-сервис». «Автогаз-сервис». Ну и осталось мне сравнить, насколько это экономично для меня стало.
Когда сюда ехал в город Якутск, я потратил на 900 километров где-то очень много бензина. 140 литров вроде. И потратил на очень много денег. И на обратном пути мне осталось поехать на пропане и посмотреть экономию. То советую, конечно же, Автогаз-сервис, город Якутск. Адресы, телефоны внизу в описании, пожалуйста, посмотрите. Я вам рекомендую. А скажи, пожалуйста, сколько стоит вот это газоволновное оборудование на различных транспортных средствах? Ну, итальянское оборудование, начиная на 4-цилиндровые автомобили от 65 тысяч рублей, а на 8-цилиндровые от 90 тысяч рублей. Ну, смотря с цилиндров автомобиля. А 6-цилиндровые у нас получается от 70. Еще можно поставить китайское оборудование, тоже есть. Ну, нормальные китайские, например, Digitronic. Они подешевле будут, от 50 тысяч рублей. Ясно. Заправка, газовая заправка. У меня газ закончился. Вчера залили 20 литров для эксперимента, для настройки. Она уже закончилась, машина молотила. Вчера тоже ездил. И вчера я 20 литров купил за 500 с чем-то рублей. Это меня вернуло на 2007 год, когда 20 литров бензина стоило примерно 500 рублей. Оказывается, это очень-очень дешево. Сейчас я буду заправлять, полную заправку сделаю. И уже поедем домой. Там узнаем, насколько хватит. Запас хода. На сколько километров хватит полный бак. Или будем по дороге, наверное, заправляться, чтобы чисто на газе доехать до дома. Ну вот, залили полные баки газа. Вошло 63 700. 63 700. И заплатил я за это всего 1700, 39-40 рублей. А если бы я купил 63 литра бензина, я бы потратил 1800 рублей. Уже моя первая экономия 3000. Конечно же, расход бензина, то есть газа, не будет как бензин по литражу. Например, если я тратил 15 литров на сотню в трассе, на газу должно выйти где-то 17-18 литров. Но мы это еще узнаем. Ну вот, после установки газобаллонного оборудования я еду домой. Опять же, дорога 900 километров. Погода сегодня в городе Якутске очень тепло, 25-20. А там у меня еще теплее будет погода. Выходим из города Якутска. Село Ортосурт. Ровно 300 километров. И сейчас мы посмотрим, сколько влезет газа до полного. И посчитаем, сколько мы потратили. И узнаем, сколько тратится на 100 километров. Так, купили газ, заправили полный бак. У нас получилось 1820 рублей. Это мы залили 65 литров. Проехали 300 километров ровно. Получается, на сотню мы тратим 21,6 литров
газа. По цене 21 литр газа получается 580 с чем-то. Но я еще точные цифры тут напишу на экране. А на 100 километров на бензине Патрик тратил 15 литров на сотню. Если вот 15 литров бензина, стоимость получается 1180. Выгода 2 раза на газу. Расход 15 бензин, 21,5 газ. Но по цене выходит в 2 раза дешевле. Вот такая экономия. Следующая заправка у нас будет в Вилюйске, городе Вилюйске. Только что заправились в городе Вилюйске. Заплатили 1154 рубля за 44,4 литра. Расстояние было где-то 285 километров, а расход получился 44, потому что, наверное, дорога хорошая, потому здесь асфальт. Когда утром ехали, там где-то 100 километров была плохая дорога была. Или из-за погоды здесь намного теплее, чем было утром в городе. Едем дальше. Приехали в город Нюрба. Это 800 километров от города Якутска примерно. И последний раз мы уже заправились. Заплатили 1214 рублей. Оказывается, здесь газ стоит 30 рублей за литр. В Вилюйске мы заправлялись за 26 рублей за литр. И осталось проехать нам 90 километров. И в баке у нас останется примерно 45 литров. Ну вот, ребята, я вот и дома. Приехал 4 часа утра. Сейчас уже где-то обед. Я проснулся, покушал. В доме, как видите, тепло, тихо и спокойно. Давайте сделаем итог установки ГБО. Вот эти мои чеки за бензин. Тут еще не хватает одного чека на 30 литров. Это сколько? 60 литров. А вот это чек на тоже 60 вроде. Да, 60. 120. И еще я в Нюрбе заправился на 30 литров. По цене сколько будет, я тут напишу. Сейчас суммирую. И итого я потратил на бензин 11 тысяч, когда ехал. В чем причина такого жора, я пока понять не могу. То ли из-за прошивки, то ли из-за недостаточного давления я прокачал, когда обратно ехал. Там на 1 атмосферу была шина. Может, это потом вывело, не знаю. По газу. Вчера у меня было 3 заправки. С города Якутска я вышел с полным баком. Потом заправляемся в село Ортосурт на 1820, это 65 литров. Потом заправляемся в городе Вилюйске 1154 на 44 литра. И заправляемся в Нюрбе на 1214, это 40 литров, ну, с копейками. Полный бак в городе Якутске я ранее затарился на 1700 с чем-то рублей. Это у меня сколько? 65 литров вошло на полный. И в Нюрбе, получается, я 65 литров заливаю. И приехал домой, это 90 километров. Наверное, где-то 20 литров, наверное, сожрало. И у меня сейчас остаток на баках 40 литров. Если так будем считать, то экономия тут ощутимая. Все надо сплюсануть и сминуснуть.
20 литров, да? 40 литров. И у нас выходит чистая выгода. Ну, я тут примерно посчитал. Я примерно так прикинул. Цена расхода газа на поездку получилось до города Якутска на 900 километров 400-800 рублей примерно. А на бензин у нас вышло 11 тысяч. Чистая экономия 6 тысяч на 900 километров. Но если грубо говорить, что на 1000 километров экономия сколько? 6-500 тысяч, я не ошибусь, наверное. Ну, смотря, конечно, из-за типа двигателя, объема двигателя, типа машины, транспортного средства. У меня, например, УАЗик, у него аппетит хороший. Ну, думаю, крузаки такие же, да, с двигателем 2.7 и больше. Получается очень большая экономия. Если так посчитать, то через 10 тысяч километров уже окупается цена ГБО. Напишите в комментариях, сколько надо ездить, чтобы сэкономить на ГБО, а потом выйти на плюс. Так что, ребята, я рекомендую вам ставить ГБО, потому что в России работает программа газификации. Например, в Китае это электролизация, делают электромашины, а в России у нас газификация. Кто-то мне еще написал в комментариях в Инстаграм, что если зарегистрировать ГБО, то официально снимают с тебя налоговую задолженность за транспортное средство. Если это так, то это очень-очень круто, потому что экологический класс от газа, я думаю, превращается на Евро 5 или даже еще лучше. Так что, ребята, если в Якутии хотите установить газобаллонное оборудование, обращайтесь в Автогазсервис, город Якутск. Вам установят, настроят, и все будет очень хорошо. А во время поездки 900 километров ни разу не было чек-энджин, не выходил, а машина тянула бодро. 100-110 километров в час я ехал по асфальту. Конечно же, есть ощутимая слабость. Оказывается, на газу двигатель работает по-другому. Если на бензине ты топаешь, и если сильно топнет, ты чувствуешь, что сейчас будет детонация. И ты мало отпускаешь педаль газа. А на газу, оказывается, не так. По привычке, когда давишь на педаль газа, машина пытается ехать, но сил не хватает. Если ты дальше еще нажмешь на педаль, то будет детонация на бензине. А на газу такого нету. Ты просто топишь, и машина начинает ехать. Без детонации на двигателе. Вот такая особенная езда на газу, оказывается. Я думал, что я не нажимал на педаль газа, и поэтому подумал, что на газу она плохо тянет, плохо едет. А оказывается, надо давить, чтобы машина набрала скорость. Вот так мой опыт установки газа. Как она будет себя чувствовать, сколько проедет, все мы будем дальше узнавать. Так что подписываемся на канал, ставим лайки. Всем удачи, всем пока.